известная история, в которой передается что? Что во времена, когда в Саудии погрузилась в пучину ширка, еще до Мухаммада ибн Абдуль-Вагаба, в одной деревне был человек ученый. И к нему однажды пришла женщина и сказала, они не разделяли между учеными и колдунами, настолько были джагилями в своем понимании ислама. Вообще для них не было ничего. И она пришла и сказала, знаешь, говорит, я, говорит, все понимаю. Они читали намаз многие, но совершали те иные виды ширка. И она пришла к нему и сказала, сделай мне лекарство, приворотное зелье, чтобы мой муж полюбил только меня и больше никого. И он сказал, субханаллах, нравственность ученых, мудрость. Он сказал, хорошо, женщина, я сделаю тебе, я сделаю, бисмилля. Она сказала, правда? Он сказал, конечно же. Но он сказал, мне нужен один компонент для этого зелья. Она сказала, какой? Он говорит, принеси мне волосы с гривы живого льва. Я сделаю это зелье. Женщина воскликнула, где я найду? Как я сниму волосы с гривы живого льва? Мертвого шкуру, пожалуйста, можно еще найти, срезать. Он сказал, нет, с живого льва, вот грива, которая у него растет. Тогда что возникло? Женщина пошла и сказала, хорошо, я постараюсь это сделать. И насколько же желание женщины, чтобы муж был только с ней рядом, угодить, было настолько, что она пошла к охотникам и спросила, как вообще можно с льва срезать эти волосы? И они сказали, с льва можно срезать эти волосы только тогда, когда он находится в сытом состоянии. Но, говорит, лев не подпускает человека к себе. Она сказала, хорошо, я все равно попробую. Она узнала место в лесу, где водится лев. Накупила мясо и отправилась туда и стала разбрасывать его по лесу. Куски мяса. Лев рано или поздно почуял и стал съедать это мясо. День за днем она бросала их. И лев увидел, что она приносит это мясо. И стал привыкать к ней. С каждым днем расстояние между ней и львом сокращалось. Лев привык к ней. Лев стал к ней относиться как к человеку, который ее кормит, полюбил. И в конце концов она встретилась с ним, подошла и положила ему руки на гриву, и он ничего не сделал. Тогда она тут же выхватила ножницы, срезала пучок волос и побежала с ними обратно. И когда она пришла к тому ученому и сказала, вот, я достала. Тот воскликнул, субханаллах, как ты умудрилась это сделать? Расскажи мне подробно. И она стала рассказывать. Сказала, я изучила льва, его повадки, его характер. Поняла, как он себя ведет. Затем, сказала, я избрала самый любимый его метод воздействия на него. И тогда тот рассмеялся и сказал, женщина, отправляйся к своему мужу и примени тот же способ. Он не такой хищник, как лев. Он не сожрет тебя.